22 июня – одна из самых значимых дат в истории нашей страны. День начала Великой Отечественной войны. Страшной трагедии, унесшей десятки миллионов жизней и изменившей судьбу многих семей. Это день, когда мы вспоминаем о мужестве и героизме советского народа, о неимоверных потерях и жертвах, о цене победы, завоеванной в тяжелейшей борьбе. Власти региона сегодня отдают дань памяти и глубокого уважения их самоотверженности. Наши деды отдавали жизни, здоровье. Сегодня мы, потомки великих победителей, продолжаем этот путь. И обязательно, как неоднократно было сказано, победа будет за светлую. Самое главное, как говорят раньше и сейчас во время не только бойцов поощряли, но и тыловиков. А мы своего рода, каждый, кто принимает участие, являемся тыловиками. Неоднократно все ездили, все сидящие за этим столом принимали активное участие. Глава республики Махмуд Алимов Шарипович уделяет одно из пристальных вниманий, потому что специальная военная операция – это является стратегической задачей. На встрече говорят об историях и фактах. На защиту Родины пришлось встать даже тем, кто никогда не держал в руках оружие. Молодые парни и девушки, только перешагнувшие рубеж во взрослую жизнь, не успев создать семьи, уходили на фронт. Среди них более 20 тысяч ингушей. Это тысячи разрушенных судеб. Понимая, что шансов остаться в живых мало, они проявили величайшую самоотверженность в сражениях, которые стали самыми трагичными в истории страны. В их числе Сталинградская битва, сражение за Москву и блокада Ленинграда. С 1996 года 22 июня официально стал Днем памяти и скорби. В этот день по всей стране принято проводить памятные мероприятия и патриотические акции. Правда, для ингушей эта дата объединяет две трагедии. Ночь жестокого штурма 22 июня 2004 года в мирную для всех летнюю ночь в Ингушетии погибло 98 человек, ранено 104. Из них мирного населения погибло 27 человек, ранено было 38. Под покровом ночи в городе Назрань, Карабулак, станицу Орджоникидзевскую, ныне город Сунжа, практически одновременно было совершено нападение нескольких групп боевиков, вооруженных автоматами и гранатометами. Были атакованы объекты МВД, погранвойск, Минобороны и прокуратуры. Как это было? Наверное, нет ни одной ингушской семьи, которую в ту ночь не коснулось большое горе. Боевые действия начались в 22:30. Банда боевиков во главе с Шамилем Басаевым выдвинулась из пограничных лесов. Операция по захвату Ингушетии началась одновременно на 8 стратегически важных объектах республики. МВД, база 137-го погранотряда, ФСБ в Назрани, ГУВД, склады МВД, база ОМОНа и ГУВД Карабулака, также станица Орджоникидзевская. Захвачены были блокпосты Нафат-Кавказ. В налете участвовало более 500 боевиков. Сегодняшняя дата в Общественной палате – это не просто акт памяти. Это выражение глубокой скорби, момент единения всех жителей в общей боли и памяти о погибших. На встречу пригласили также героев специальной военной операции, которая началась в феврале 22 года. За это время на стражу страны отправились тысячи российских солдат, многим из которых это стоило жизни. Бахрам Нахметов с самого начала СВО занимался сбором и отправкой гуманитарного груза для военнослужащих, а спустя время решил и сам отправиться на поле боя, чтобы поддержать своих соотечественников. Мы сперва на учебке были учения, потом полигон, потом штурмовая у нас была штурмовая группа. Там минометный я стрелял на когда штурм был ночью, и ранил сквозное ранение, получил ногу. И вот там 10 дней мы там были, потом уже деревню уже освободили. Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, всем, кто стал жертвой террористического акта 2004 года в Ингушетии, а также тем, кто пал смертью храбрых в зоне специальной военной операции в Украине. Этим всем семьям оказывается внимание. Мы знаем, что именно и раньше, и сейчас наш глава очень хорошую помощь оказывает. И, конечно, человека ничего не восполнит, но именно внимание – это очень дорогого стоит. 22 июня – очередное напоминание о том, что мир и стабильность – это ценности, которые нужно беречь и защищать, не допуская повторения подобных трагедий. Мадина Цора, Султан Булгучев, Магаз, 24.